Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, рады вновь вас приветствовать на видеоканале Трезвый Батя. Сегодня 2 ноября, начался ноябрь, но погода стоит у нас в Горном Алтае очень тихая и спокойная. Посмотрите, пожалуйста. На улице тепло, вокруг пасутся стада тучного скота. Вот, люди занимаются своей работой. И сегодня наш выпуск посвящен строительству традиционного алтайского жилища, который имеет наименование Аил или Чадыр. Для каждого народа характерны свои архитектурные формы, свои культурные формы, свой орнамент, свой узор, свои песни. И традиционным жилищем у алтайцев с древних времен является аил. Аил изначально это просто шатер, можно так сказать, да? Шатер, который был построен из длинных жердей, из стволов молодых деревьев, сложенных вот по образу индейского жилища, можно даже так сказать, да, вот, и обложенного обычно корой деревьев. Вот. Конечно, такой аил, он был спорным, скажем так, убежищем от мороза или от дождя, от ветра, потому что через щели проникал ветер, его постоянно приходилось подлатывать, вот, и тепло внутри было только за счет костра, который там непрестанно горел. По сути дела, аил это стены вокруг костра. Вот, и люди даже спали возле костра, вырывали такие углубления, спали на земле, на еловых ветках, лапнике и укрывались шкурами. Вот такое было время тяжелое. Но, конечно, времена меняются, и идет технический прогресс. И сегодня аил, вот здесь у нас в Горном Алтае, строят уже давно не из жердей и обкладывают не корой. Давайте познакомимся с устройством аила, который мы строим для нашей семьи. Теперь аил выглядит вот таким домиком, да? Он имеет шестиугольную традиционную форму, то есть шестиугольную форму он сохранил. Но строится уже он не из жердей, не из коры, а обычно это стены делаются из бруса или полубруса. Вот, прокладываются между, значит, рядами паклей, да, вот. Здесь иногда делается небольшой фундамент, иногда он ставится вот так вот на столбики, как это сделали мы, на столбики промасленные, значит, лиственные, хорошие выдержанные столбики. Вот, 6 стен у аила, да. Этот наш аил, он сложен из лиственницы, У нас здесь, собственно, никакого другого леса шабалиной нет, в основном лиственница. Вот мы приготовили для него дверь. Впоследствии, когда до этого дойдет очередь, поставим для него дверь. Окошечко. Одно окошечко будет на юг, вот это южная сторона. Другое окошечко будет у нас на юго-восток. Вот. А традиционно дверь, вход в аил располагается с восточной стороны, чтобы человек с первыми лучами солнца открывает, выходит на улицу утром, и его освещало солнце. Давайте пройдем сюда, в сам аил. Он у нас только еще строится, поэтому не судите строго. Посередине, как положено, разложен очаг. Вот. Правая сторона обычно в разных, в общем, одна сторона мужская, другая женская. В разных традициях бывает по-разному. Или правая мужская, левая женская, или левая мужская, правая женская. Вот. Вот стена напротив входа, она называется голова огня. Здесь обычно ставятся какие-то священные предметы, вот, или сундуки с добром и так далее. Вот. Посмотрите, пожалуйста, как устроена крыша аила, да, то есть это вот
шестигранник. Вот, мы сейчас как раз занимаемся, делаем обрешетку на крышу. Потом эта крыша будет закрываться, обычно сейчас вот делают ОСП, а сверху делают вот этот вот ондулин или рубероид какой-то такой, да, скажем, модный. Вот. И оставляют вверху отверстие для дыма. То есть дым будет выходить у нас непосредственно вот через это отверстие в крыше. Есть некоторые люди, которые делают в аиле печку ставят или складывают печь, даже камин, вот, делают трубу, выходит. Но это считается как бы немножечко уже уступкой современным нравам, современным обычаям. И, конечно, если вы хотите аутентичный аил, то нужно делать его вот, значит, чтобы дым выходил наверх, и там видны были звезды. Впоследствии мы надеемся устроить вдоль стен такие особые лежанки или, значит, сиденья, да, на которых можно будет сидеть. И вполне возможно будем здесь встречать праздники или жить в летнее время, а может быть даже сдавать его туристам, если будет такая необходимость. Ну а сейчас продолжим строительство. И вот сейчас перед многими людьми серьезно стоит жилищный вопрос. Почему бы его не решить с помощью строительства аила? Если вам негде жить, стройте аил и не говорите, что у вас нет жилья. Замечательно, поразительно, гениально.